Музыкантом, наверное, я родился. Ну, то есть, я имею в виду, что я еще будучи маленьким ребенком, лет 5-6, уже что-то импровизировал. Я просто тогда не понимал, что это называется импровизацией. А то, что счастье бывает, люди скрывают, душу пытают не со зла. Им верить хочется в чудо, и каждое утро вновь зажигается мечта. Все меняется вокруг, мой друг. Даже сердце замедляет стук. Все течет, как талая вода. Мне за 40 это не беда. Артур Лакарба – известный артист абхазской эстрады, композитор. Он автор многочисленных хитов. Его песни живут долго, многие артисты перепевают. Он не владеет родным языком, однако у Артура железное правило – писать музыку только на абхазский текст. Тексты пишет сам, если песня патриотическая. Участник Отечественной войны народа Абхазии. Открытый, искренний, отзывчивый, веселый человек с улыбающимися глазами. За спиной у Артура непростая жизненная история, которую мы хотим рассказать в этом фильме. У меня не были родители там министрами, директорами, они были обычными. Мама работала официанткой, папа работал таксистом при санатории МВО, они все работали. Артур родился в Сухуме. Ему было 10 месяцев, когда родители разошлись. Мать Анжела Карапетян. Артур рос с мамой в армянской семье, но все время общался с отцом и его родней. Моего отца вторая жена, мать моих братьев, Лашика Лакарба и Ахры Лакарба, погибшего на войне. Безумно люблю эту женщину. Интегрировала меня в семью отца. Она так поставила в своей семье, что у ее сыновей есть старший брат, который решает обязательно. Ну, это, я сейчас понимаю, что она была молодой девушкой, но она уже была мудрым человеком. Его детство так и прошло между двумя семьями, которые ему одинаково дороги. Любовь ко всему абхазскому ему прививали в доме матери, часто напоминая, что он абхаз. Они с детства меня учили, что я абхаз, что моя фамилия Лакарба, что я живу в Абхазии, и что это и есть мой народ, моя культура. Они прививали мне любовь ко всему, хотя они были далеко от этого. Слова по-абхазски не понимали. Отдали меня в 10-ю школу, я там учился, закончил. Но они сделали все, чтобы я не потерял свои корни. Любовь вообще к музыке у меня проснулась в 80-м году, конкретно почему зафиксировалась эта дата, потому что я первый раз тогда увидел Сан-Ремо 80 с песней Феличита Альбано и Ромина Пауэр. И мне настолько меня охватил сам фестиваль, весь просто в этом выпуске победили Альбано и Ромина Пауэр Феличита. Артур был очарован музыкой. Все время напевал эти итальянские мелодии, подбирая слова с итальянским звучанием. Я просто на слух как воспринимал их слова, так и пел. Феличита, я до сих пор их помню. Старший брат Артура перед сном часто просил спеть какую-нибудь песню. И когда ему надоедали одни и те же мотивы, Артур начинал импровизировать. Так в нем формировался композитор. Там, к примеру, «Chiamano amore se ne va, bella non parlare la città». Вот я сейчас симпровизировал мелодию и тут же слова. То есть это слова ничего не значащие, это вот просто они во мне сидят.
Мне так удобно писать музыку, потому что я чувствую акценты. Артур Лакерба! Артур очень любит вспоминать советское время. Говорит, что там оставил свое счастливое и беззаботное детство. Кстати, тогда еще педагоги заметили его хорошую дикцию и доверили озвучить парад. Тогда, вот, допустим, 9 мая, 7 ноября собирали все предприятия Сухума. Вокруг площади стояли просто народ, люди с шариками, с праздниками. И там по громкой связи всегда говорили: «Да здравствует 7 ноября!» Или «Да коммунистической партии Советского Союза слава!» Вот это читали я и Инга Хачидзе. Детство и школа остались позади. Надо было определяться с выбором профессии. Артур для себя знал, кем ему надо стать. Однако отец за него решил его судьбу, а Артур не мог ему перечить. Отец был большим авторитетом. Он молча принял его решение. Мне всегда мои старшие мужчины говорили, что музыка – это не мужское дело, это не мужская профессия. По настоянию моего дяди Анатолия Лакерба, это брат моего отца старший, и по настоянию моего отца, я после школы поступаю в Высшее Черноморское военно-морское училище имени Нахимова, город Севастополь. То есть на командира боевой части, подводной лодки боевой части номер 2. Но понятно, что это не мое. Не его. Его не отпускает музыка, и Артур оставляет учебу и возвращается домой. Это был 1992 год. Так начинается война. Откуда я знаю? Мы же не всегда жили. Это же надо же. Вы защищаете. Артур берется за оружие. Вот он в кадре. Воевал и его брат Ахра Лакерба. Погиб. Ему было 18 лет. Для Артура это невосполнимая потеря. Молодой мальчик, перспективный, чистый, порядочный. Я его очень любил. Но ты все равно молчишь, веришь и ждешь ты. 27 сентября 1993 году написал «Тут стоишь нога, ты мать моя», песню. Кстати, ей в этом году были 25 лет. Столько же своей победе и освобождению города. Вообще день освобождения города, и эта песня в один день. Но на пороге лжи. Ты в команде «Горец»? Да. Представьте. Лакерба Артур Петрович. Откуда? Откуда? Из Сухуми, город Сухуми. Ну, это вместе с этими ребятами в Горце, да, в команде? Да, вместе с ними. Как у ребят настроение? У всех настроение одно, наконец-то войти в свой любимый, родной всеми город. Да. Да. И скоро ли это будет? Но это не только зависит от нас, конечно, но все, что зависит от нас, мы делаем. И делаем на совесть. Ты лучший город на планете, ты Богом создан, ты святой. Минуло 25 столетий, а ты все так же молодой. После войны начался новый творческий этап в жизни Артура Лакерба. Он много работал, без устали, и песни наполнились новым содержанием. Прежней простоты уже не было. Друзья предлагают провести концерт в послевоенном разрушенном Сухуме. Артур удивлялся, да кто же придет? После пережитого не до веселья. Назначаем день концерта.
концерта. В полный зал я не ожидал. 500 мест, сидячих мест, 500 человек сидело. Первая песня, там тогда еще кассеты были, включаю, только начали петь бах, и выключается свет. Там были молодые ребята, сейчас они уже взрослые люди. Быстренько сориентировались, побежали, где они эти камыши достали, не знаю. В церкви забежали, они, ну это минут 20 все длилось, эта пауза в темноте. Там двери открыли, свет стал заходить в зал. Они за эти 20 минут объездили где-то по городу, достали камыши, в церкви купили свечки, принесли мне, передо мной стол поставили, свечки зажгли и вдоль рядов стали с камышами, они в солярку или куда-то там окунули, и вот это час 40 был концерт. Гитара, я и зал. Ни один человек, ни один зритель, он не ушел. И этот концерт мне запомнился вот на всю жизнь. У него был контакт со зрителем очень. Он мог держать публику, он очень интересный и как ведущий, и как артист. Но очень позитивный человек. Нала Хашик была на этом концерте. Еще тогда Артур, как артист, произвел на нее впечатление. Агармацис – первый музыкальный детский фестиваль. Организатор Инга Заркуа. Она приглашает Артура к сотрудничеству. Он пишет песни для детей. В этот период лично с ним знакомится Нала Хашик. Она привела к нему своего сына, чтобы записать песню. Их дружба окажется крепкой и долгой. Он писал фонограммы для детей. Очень сложное время было. На тот период этот проект был как луч света. Никакой аппаратуры у него не было. Вот с миру по нитке что-то собрал, сам учился дома, он работал, принимал. Он практически не спал. Он работал ночью, он работал днем, утром. Приходили, уходили, как на вокзале. وكولتورا مينستر رجع حقلنا رئاسة وزم سريشس بخذ صبح سسقانا جلس شغلنا ومكوس عير يوم مكوي بس هشتو زم كناس وبرند زهان هجي يقوم يبهم هذا تخا هاي أبري أبانينت شرم أي شغلة خرتر لي شغلة وعارفش وجو مكوي حق يجوش بس عن حزوس تبكدس هاي بشتاش حيجي يخا بس هيوسون هيبات أخزمكن. Анатолий Алтейба – ближайший друг Артура Лакарба. В начале знакомства отношения у них не сложились. Один не воспринимал творчество другого, пока однажды Толик не сделал первый шаг к примирению. نس يخسس سوحرس يعني جيش دوجو نيجد الناس حيما يتفجز أو هاي يفوسو زوجو سسو حرجة نوسع تفكير السجويدي بس أوصلوي عالصوت سعيد وريس رحني بطلة برجو أدرس إن كل رحلة قد يحوي ورساس ونحلط سرا وروس نحلط أبس ورا نخ تورخ حقود صوت هاي بنحلط يحوي سرا وروزو أنا بزيادة في جس عزوم ورس الزو أنا بزيادة في جو عزوم وخدش وزرجوا عزوم تاخدش ندقيت شريجين وين هن حلبتن أبوتيل كان تروح عند هايبرشخون هن هابوتيل كان تروح جودي بوكلان هايبرزن وبرينا خس خبابش باش كشوف وابشي عيسد زومز وخيش الجاهز. Yang banza vas, yang banza vas, yang banza as, yang banza as, yang banza as. أي بجاش كنا عجبا ريتسر وبخيت بتوع كرتي يربنكو ببلكو ناس yang banza as. در تورك شغلز يوسف أبرا أشيون أبري ببلكو صرت في جلبزيز بودي خداج ديسك أخذ أبخذ بديسك نتسجوز جيختس يستز ببلغ وحافظ بنزل في جلة يفشزوب يراش يوين أرتور أبري زنوس سيهد وردولي كبس ميلوديا بزيك سمو بزيد زوريه يزدروا دي جرب سيش على كوزال خوازريه نفس أنا مني ديسك كراكوني عما زبري إنسانية يعزقن أيونا استوديو خوشي كوادا جسما نبرس توزة تنسزد زردقين صلا جدا جدا خجلمتي Инако нещастен шксыка аратскана бриажит перхив кваршсем до я чекну созидет что сам кабриат о изакузели Артур иситазо за жох вями натрила аже когюне сбжина ганавра магнитофоне ныс
Было хора хара, дал на хит Бухара, едет волн штаба взрыва. Сихара, шибула, букалис бара. Неизвестных песен у Артура Лакарба практически нет. И те, что он сам исполняет, и те, что пишет для других. Он работает со многими артистами абхазской эстрады, а некоторые звезды зажглись на небосклоне благодаря ему. Многие помнят популярную Ренату Богатылия. Хибла Мукба, Мана. И в итоге я к нему пришла Мананой, а стала Маной. Вот как я только объявлю Манана Братухина, встречайте, люди будут ждать, от нее говорит, Владимирский Централ. Фамилия такая, говорит, немножко шансоновская. Хотя у Маны контракт с Артуром закончился, она продолжает работать с ним. С его помощью у Маны уже 3 альбома. Тексты у него удивительные, трогают за душу. В первую очередь он очень хороший друг. И такими людьми не разбрасываются и просто так не оставляют. Я очень ему благодарна за то, что он был, есть, и я очень надеюсь, что будет дальше. Яра апсши издырзом, апсва адырмаадзазет Ерман Куроб дзаадзаз насиям Ерману биждирот. Убыст алар гяван зинзапсвара итахымква тыглазашило хуцозар. Абрей сныхвара ханалаганас хапхи швала шотию козавзаге аурыс швалаку напхат пия диски тижиз. Нас абрей хайт сныхвара яхылша мамзарге ихучша чапсахна чак алос издырмаха Артур жоқ ежашек сацвет псышем зердашашаки миюэжди. Я хавнен, я ухер, хахус что-то урысвила сизюха, а урысвила ам таных хасымадзам, а псышвил тахазрешивет авию. Он очень надежный. Если я вот ему скажу, Артур, ну вот такая ситуация, можешь помочь? Нет проблем, это его любимое слово. Нет проблем, да все нормально. Вот, ну не знаю, с ним бы я пошла в разведку, такой он. Огромной души человек, он добрый, он открытый и очень ответственный. Вот уже 4-й год я с ним работаю, да, вот по роду деятельности. Никогда он меня не подводил. Да, я-то не музыкант, здравствуйте. Дорогая. Артур живет в Сухуми. Здесь всегда много гостей. Красивый двор, оформленный со вкусом, для хорошего отдыха. И все это заслуга Лики, супруги Артура. А что может по дому, по хозяйству делать Артур? Кроме того, что фоном может петь. Руководить, встречать гостей. Меня освободила от всего по хозяйству, я имею в виду, да. Она взвалила на свои плечи, но тем самым освободила меня для того, чтобы я занимался творчеством. Так отпусти меня на волю, ты же видишь, что я болен только лишь тобой. И нет у нас судьбы другой. Так отпусти меня на волю, я молю тебя, не скрою, что люблю я всей душой, но только хватит. Лика отпустила его, освободила от домашних дел, чтобы он мог творить. Он творит, создавая песни, в которых есть смысл.
Лика, супруга Артура, на самом деле она очень сильный человек. Это Артура спина, это его тыл. Не показывает все эти трудности, наверное. И она, в первую очередь, конечно, она Артуру очень близкий друг. Давай итальянский. Un amore grande, un amore cielo, un amore grande, un amore cielo. Мама замечает, что когда я нервничаю или переживаю по поводу чего-то, очень похож на него. Я не позволял себе никогда с ним ругаться. Была такая ситуация, когда он меня ругал. А я просто стоял и с опущенной головой, то есть было за что меня ругать. Но в ответ, ну как, это у нас... Я не мог просто позволить себе ругаться с отцом. Много чего меня научил, даже вот ездить за рулем, это научил меня Артур. Это его семья, моя семья, это самая близкая часть моей жизни, и часть его жизни также, я думаю. Артур очень добрый, отзывчивый человек, на самом деле, это брат моего мужа, это опора, это поддержка моего мужа. Вот, это человек-праздник, если он приходит к нам в дом, если у нас плохое настроение, на самом деле он нам всем поднимает, мы сразу все радуемся, мы сразу все улыбаемся. В этом доме всегда много гостей, веселья и музыки. В один миг может показаться, что жизнь Артура и Лики очень беззаботна. Однако на их долю выпало много испытаний. Вот только рассказывать об этом они не любят. Проблема смоп, выехал. Ой, варил баны шимо, и ваглар, и тому бахаем бакван, чтобы он ходил и говорил, вот у меня такая проблема, пожалейте меня, нет, в панику не впадает, и он может успокоить, он может разрядить, он не зацикливается на проблеме. У Артура 3 детей, 2 сына, дочь и внуки. И мало кто знает, что у одного из детей тяжелое, неизлечимое заболевание. Ему 15 лет, никак. Да младше. Младше, да. ТЦП. Ну, тут ничего не сделаешь, это, наверное, как-то сверху за испытания какие-то. Я не знаю, как это объяснить, как это понять. Не надо тут вешаться, там, бросаться со скалы, просто надо это принять, и надо в этом участвовать и с этим жить. Болезнь сына его не сломала. Артур понимал, пока он крепко стоит на ногах, пока есть силы работать, он сможет заботиться о своей семье и о больном сыне. Он часто выезжал за пределы Абхазии на долгие месяцы, чтобы заработать деньги на дорогостоящие препараты. Но судьба уготовила ему еще один удар. Это очень сложный период в моей жизни. А почему? Ты прямо о таких сложных вещах заговорила, что ты меня возвращаешь немножко туда сейчас. То есть, когда мне объявили диагноз рак 2-й стадии, ну, я плохо тогда разбирался, 2-я, 3-я, 5-я, какая разница. Буквально несколько лет назад у меня мама умерла от рака, я ее похоронил. Тут уже сообщают мне, у меня рак. Ну, я когда ехал уже туда, в Москву, то есть я ехал упавший духом. Честно говоря, я думал, все, еду в один конец. Для музыканта-композитора диагноз рак горла, конкретнее связок, это не болезнь, это смертный приговор. Он впервые борется за себя. Должен выжить во что бы то ни стало. Ему было немного за 40, и он не мог себе позволить уйти так рано, оставив столько незавершенных дел. У меня там произошла переоценка. Переоценка жизненных принципов и интересов, смысла жизни. Когда ты пришел в больницу и тебе сказали, что ты умираешь, и причем это происходит с рядом лежащими постоянно, то есть я же вижу, вот с ним поступили, этот умер, тот умер. И начинаешь задумываться не о смерти, начинаешь задумываться о жизни. Ты знаешь, Анна, больше всего мне было обидно, что я за свою жизнь, пока не пришел к болезни, к порогу смерти, ну, слава Богу, она прошла мимо, но я ж думал, что умираю. Мне больше всего было обидно,
что я не успел сказать тем людям, кого люблю, что я их люблю. Артур 8 месяцев находился в Москве, боролся за свою жизнь. Если верить в чудеса, то они сбываются. Почему моя душа все поет и поет? А потому что к нам спешит Новый год, Новый год. Я позову своих друзей в эту ночь, в эту ночь. Страшные дни позади. Он победил рак. И врачи дали слово, что Артур встретит еще не один Новый год в своей жизни. Человек, который не сдается, он сильнее своей судьбы, да? Вот его вот это упорство, его жизнелюбие, вот это его вернуло к жизни. Я очень горда тем, что я в списке его друзей. Мы не только я и Артур, самое главное, что его супруга и я, его семья, его теща, мама, брат, сестра, мы очень близки, мы в хорошем и в плохом рядом. Игва Артур подонезд. Уаналих, угранига, угрегет, уалих, ну ахан гидуизо. Я истохуб зу, азачу, иуску загилкач, например, проблема к суму, Артур. Проблема гаш да клсот. Я отзатуй. Я расисам отзап я рис барс дала. Он очень тонкий человек. Он очень добрый, вот огромной души человек. Он умеет радоваться чужому успеху. Это дорогого стоит, это не каждый сможет. Он может, как ребенок, вот он восхищаться может. И Артур гисаги сымша брахто бабра. Абриавада чо хашанза, ахазара ханажу махбарбарот саат кюсат, саат в барзы данаевой, а саат жой алит уштахат шурупакум заряхт сазом издху, иху бранза хани толаб хазла шажу гебриом. Хараказара, перес ихаму хазаро. А пара винас чак злах уж памуре таатва кризлашату. أكحب شهاب أجيلك وص أنديان تزعنا برا باز برا يخا شمات كور حرجي جرب سقوك أتنا وتفين تون تفجي حمد زمز دخا يحن حمر في زاس دخان أن يقزر يجو خان يبقى أحد زم يسمى شاشة يمحوز يقولوا برا جيبه بشارة جيبه بدي أشوف أزعنه تخاذ زش يزيو وارجيانا Никому не подскажешь, что согреет тепло. Небеса, небеса, небеса со мной мечтали. Небеса, небеса, небеса мне крылья дали. Небеса, небеса. Мы беспокоимся, если потеряем золото. Мы беспокоимся и нервничаем, если там разбили машину. Но мы плевать хотели на то, что у нас каждую минуту утекает время. Вот к этому мы относимся просто. Мы не можем понять, что время это не бесконечный процесс. Причем больше скажу, он в любой момент может остановиться, этот процесс. И надо сегодня жить как последний день, радоваться и наслаждаться. Вообще, я считаю, человек проснулся утром сам, ничего не болит. Сам встал, сам умылся, сам оделся, сам позавтракал. Это счастье. Все остальное задачи, которые нужно решать. Смог решил, не смог, завтра решишь. Потому что радоваться жизни, радоваться людям. Все меняется вокруг, мой друг. Даже сердце замедляет стук. Все течет, как талая вода. Мне за 40 это не беда. Все течет, как талая вода. Мне за 40 это не беда. Там за окном жизни праздник.
мост не брошенный, увы, я в нем не найти мне соблазна.